Гости бриллиантовой недели познакомились с алмазной столицей. Иностранная делегация курсировала по Мирному весь день, посетив основные достопримечательности и объекты алмазного производства. Подробности далее. Во второй половине дня гости побывали в центре сортировки алмазов, где для них уже была подготовлена экспозиция алмазов, добываемых в Алроса. К информации о формах и свойствах ценных кристаллов путешественники, не имеющие отношения к отрасли, особого интереса не проявили. Но когда настало время фотосессии, активности у туристов заметно прибавилось. Далее гости направились в музей кимберлитов, где представлены не только алмазоносные породы со всего мира, но и редкие полудрагоценные минералы, благодаря чему музей по-прежнему имеет статус уникального. Затем поездка на смотровую площадку «Карьера Мир». Именно здесь все смогли по-настоящему оценить величие и масштаб работы, проделанной не одним поколением горняков. Я не думал, что здесь так развитый. Я думал, что это как деревня, просто алмаз, как в Amazon Rainforest, в лесу. Но здесь тоже как в Якутск, можно сказать, тоже развитый. Эти девушки называют себя Катя и Лена, поскольку родные имена выговорить очень сложно. Приехали они в Якутию как представители туристической индустрии Северного Китая. Увиденным довольны и считают, что для одного дня впечатлений у них достаточно. По словам Лены, китайцы готовы ехать в еще неизведанный для них край. И несмотря на то, что алмазный путь пока существует в основном на бумаге, предприятия алмазодобывающего комплекса все лояльнее относятся к посещению туристами своих объектов. И можно надеяться, что кроме достопримечательностей, доступных каждому, заезжим гостям будут предлагать чуть больше того, чем славится алмазный край.